Но когда я увидела семинар Далласа, я сказала: нет, это компания, у которой есть сердце, где я должна работать. Я буду здесь всю жизнь свою, я ее посвящу, я буду ее сама развиваться, я буду женщин развивать, я буду идти по маркетингу, и я буду свой вклад, вот насколько я могу, я буду вкладывать свой вклад в развитие компании. Я горжусь, что я проработала в этой компании очень многое время. Я внесла свою лепту в развитие компании. За мной шли много людей. Я знаю, что эти люди сейчас пойдут дальше развиваться. И, конечно, я буду всегда рядом с ними. Всегда. Я Роза Кутыбаева. Я почетный старший национальный директор компании Mary Kay Казахстан. Самым главным вызовом моей пути я уже не имела права не смотреть назад, не останавливаться, потому что за мной шли очень много людей, очень большая команда, которая верила в меня. Я не имела права предать этих людей, я не имела права смотреть назад и тем более отступать назад. То есть я сама когда-то выбрала статус директора, я когда-то сама выбрала статус национального директора, а это очень ответственно. Это очень ответственно, потому что я отвечаю за каждого человека, который в моей команде. Я не имею права даже думать, не то что совершать что-то, а даже думать о том, что я могу остановиться. Самая главная задача моя в компании – это развитие людей. Это показать каждой женщине путь в Mary Kay, показать возможности Mary Kay и показать, какие она может воспользоваться возможностями и тоже вырасти, показать свой рост, показать свою команду. То есть у нас всегда командный рост. Я, наоборот, искала такие слова, как бы поддержать того директора, который еще в раздумье. Как же поддержать ту девушку, которая сейчас тяжело в ее семье? Как же поддержать ту женщину, которая еще не находит свой путь? Как же поддержать ту женщину, у которой, допустим, болеет ребенок? То есть для меня самое главное – это мои люди. Самое главное, я всегда горжусь ими, я ценю их, я очень люблю их. Когда казахстанскому отделению было исполнилось 20 лет, то есть это был юбилейный год, и нам компания, всем национальным директорам подарили духи. А вот эти духи тоже мне помогло именно в моем бизнесе привести в компанию много людей, заинтересовать. И вот одна из них, такая великолепная женщина, которая пришла ко мне домой, и мы с ней, когда говорили о бизнесе, она попробовала эти духи. Я озвучила цену, она сказала: хорошо, я куплю. Женщина, медсестра. На следующий день она, когда пришла ко мне, она говорит: мои 2 сестры тоже хотят такой аромат. Можно у вас купить? И думаю, я поговорю-ка с ней поглубже. То есть я провела ей мастер-класс. Ранее она с Mary Kay не встречалась, косметикой не пользовалась. Мой мастер-класс ей пришелся по душе. И вот потихонечку я ее стала озвучивать наши все принципы компании, философию рассказала, что все-таки сначала принцип попробуй прежде чем купить. То есть ей все нравилось, она с удовольствием слушала меня, мы с ней общались. И потом она подписалась, стала моим консультантом. Вот на сегодняшний день она директор Mary Kay. Сейчас она уже готовится к получению автопрограммы. Самое главное – зажечь ее, спросить о ее мечте, поговорить с ней, выявить ее потребности, показать, что она может здесь сделать, показать, что дает компания, маркетинговый план компании, мотивационные программы рассказать. То есть рассказать вкратце сначала, а потом, если ей это интересно, бывает женщина, которая слушает, задает вопросы, слушает, значит, им интересно. А есть женщины, которые просто фокусированы на то, что пользоваться продукцией, и чувствуется по ней. И уже на этом наша встреча завершается на том, что ей нужен мастер-класс, ей нужна только продукция. А есть женщина, которая задает вопросы, много вопросов.
значит, их интересует еще и бизнес, и прибыль. И вот тогда мы уже выбираем другой ракурс, другой фокус, и уже начинаем с ней встречаться побольше на карьерном кофе, встречаясь с ее людьми. Я просто рассказываю о себе, еще много о себе. Не о том, что я вот сейчас какая стала там национальный лидер или все, а как я начинала. Потому что ей это будет ближе, и она скажет, да, я тоже смогу. Поэтому это очень все индивидуально, и нужно уметь говорить, нужно знать, говорить, но вначале, конечно, выявить ее потребности. Изначально, когда Мари Кейш создавала эту компанию, то она изначально это фокусировалась на то, чтобы женщины не просто себе продавали косметику, там, помаду, а для того, чтобы они развивались. Они были независимые в плане свободы, независимые в плане материального. Поэтому здесь изначально нужно было делиться, приоритет такой «иди и отдавай». То есть изначально был заложен фундамент еще в 1963 году. В 1963 году еще самой Мари Кейш, еще далеко в городе Далласе. Когда мы приходим в бизнес, да, классы – это обязательно. Это первоначальное обучение, это то, что мы должны знать, продукцию, классы. Но вообще, по сути, в корне мы должны развиваться не только сами, мы должны развивать здесь людей. Поэтому я всегда говорю, что у нас есть 3 подхода. Это уход, а второй подход – это доход, а третий – это бизнес-подход. И принцип «иди, отдавай», он уже у нас закладывается тогда, когда мы приходим в эту компанию. Мне абсолютно несложно встретиться с женщиной и рассказать ей о карьере Мари Кей. Мне абсолютно несложно пригласить ее в класс, провести еще один мастер-класс. Мне абсолютно несложно пригласить ее на карьерный кофе. Важно, что мы встречаемся, и важно, что она меня слушает. И мы уже идем с ней вместе по бизнесу. У меня 2 сына, тогда они еще были маленькие, когда я начинала карьеру в Мари Кей. Даже у меня была первая статья. Я писала, что вот эти мои 2 сына, это мои 2 крыла. Вот. И вы знаете, это мне давало силу, потому что семья, конечно, вера, семья, карьера. Это принципы Мари Кей. Вера у меня всегда была. То есть даже если весь мир не верил в меня, я сама верила в себя. Вот, семья меня поддерживала. Каким образом? Дети становились более самостоятельные. Муж, конечно, первое время не поддерживал абсолютно. Но мне нужно было находить такие моменты, когда нужно было мою веру вселить в него еще. У меня получилось, правда, со временем. Когда стала директором, я стала подниматься по карьерной лестнице, стала элитным старшим директором, ведущим директором, и так далее. И потом людей становилось больше. Нужно было больше веры, больше находить в себе силы, чтобы мое сердце, можно сказать так, моя забота и мои отношения, и мой труд хватило на всех. Женщина в какой-то момент отказывается, не берет трубку, не приходит, потому что ей не разрешает дома муж, против свекровь, и так далее. И все. И женщина опускает руки. Бывает, много раз бывало, но я тоже отпускала. Когда узнавала причину, я не могла идти на них напором, я просто их отпускала. Но в какой-то момент я все равно с ней вела переписку, и есть очень много женщин, которые возвращались. И возвращались не просто так, возвращались еще более осознанно уже. Когда приходили и становились директорами или главными организаторами, это была моя поддержка. Они всегда помогали. Я не делала никогда что-то одна. Есть хорошая такая африканская поговорка. Если ты хочешь идти быстро, иди один. Если ты хочешь идти далеко, идите вместе. То есть всегда находятся люди, которые понимают тебя, поддержка. Вот это мне, конечно, очень сильно давало и веру, и силу. Вот в моем офисе, когда я проводила собрание, только вырос директор. На тот момент мой сын поступил в городе Алматы в КИМЭП. Я ей сказала, говорю, твой сын тоже может туда поступить. Она говорит, нет, у нас нету столько денег. Я говорю, это ты так думаешь. На самом деле все зависит от твоего желания. Выходи сюда, в центр, и перед всеми скажи, что твой сын
поступит обязательно в Кемет. И она долго сидела, и я говорю, давай выходи, я буду держать тебя за руки, вдохновлять тебя, обязательно скажи. И вот она вышла, она проговорила эти слова. Я ей сказала, все, теперь назад дороги нет. То есть ты это сказала, здесь только свидетели. Она поверила в это. Ее сын поступил в университет, он был там вообще отличником, он был лучшим, он был старостой там целой группы. И вот таким образом женщины у нас растут, даже не веря в свои действия, надо просто слушаться и идти. И в нашей национальной ветви, когда мы проводили большие мероприятия, она всегда была в числе победителей. Всегда. Или первое место, или второе. Как правило, всегда часто была на первом месте. Мы, как называем, королевой была, иногда была фрейлиной. И большинство она была всегда королевой, то есть победительницей. То есть она вот была яркой звездочкой еще изначально. Салтанат Идрисова, она вообще, по сути, сама умничка. Я думаю, что у нее, наверное, была эта изюминка еще внутри. И мы с ней много общались, и она рассказывала, какая она была в школе крутая, хорошо училась, она была очень активная. И вы знаете, вот такая позиция, когда у человека это внутри еще с детства, и вот сейчас такой, как Салтанат, конечно, она молодец, она стала номер 1 по европейскому отделению. Я думаю, что она лучший пример сегодня. Вы знаете, когда вкладываешь в людей, иногда бывает, что силы иссякают. Ну, может быть, это если бы был какой-то другой бизнес. А здесь, чем больше ты вкладываешь в других людей, тем больше ты заряжаешься сама. Потому что я вижу успехи своих директоров, консультантов, да, своих людей. И вот их путь, он меня очень сильно вдохновляет. Их путь меня заряжает. Их путь дает мне веру. Их действия мне придают силу. Вот таким образом прошла вся моя жизнь. Поэтому сейчас я хочу сказать, что я не радуюсь и не сожалею, но я принимаю статус почетного национального директора так, как я его заслужила. Компания для меня была лучшим примером. Компания поддержала меня, а я поддержала своих людей. Я хочу сказать, что Роза, ты молодец. Да, ты это сделала. И всегда, всю дорогу я себе говорила, у тебя это получится. Ты это сможешь. И эти главные слова Марика Эш, они всегда давали мне силу. То есть я хочу сказать, что у вас тоже все получится. Верьте в себя, верьте в компанию, верьте в свою мечту, верьте в самую ценную нашу продукцию, и у вас тоже все отлично получится.